Но сложно. Я видел видео, как вы в поезде стреляете. Да, ну один раз. Но вы согласны, что это дико выглядит? Почему дико? Ну, особенно, когда вы в курицу стали стрелять. Я гуся стрелял. А мы какая купили. разница? Он ходил по земле, а вдруг И там кто-нибудь был? Мы купили хозяйке за 100 рублей гуся. Я выстрелил, голову снесло ему, и гуся оставили ей. Она заработала еще. Вы в поезде ехали в этот момент? А? Вы в поезде в этот момент ехали? В поезде стреляли, там попасть тяжело в кого-то. По воронам, по некоторым стрелял я. Вы не чуть-чуть. боялись в человека попасть? И я стрелял вверх. Вы стреляли вниз один раз. Куры, куры, куры. Праздником я устроил. Точно. Вниз, да, на Курицу. теленок. Да. Курицу не стрелял. Теленок. Вот по теленку и попал. Ну, вот дробь если бы с такая. теленком пастух рядом А? был бы. Если бы с теленком пастух. Нет никого. Только тогда, когда животное одно. Вот гусь один, мы его пустили, он идет передо мной. Я наметил, выстрелил, и ему прям срезало голову. Даже я обрадовался, точно попал. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы не так давно, несколько лет назад, назвали людей, которые живут на Урале, дебилами. Опять ошибка. У меня было интервью, совершенно секретно, как его, Кучер Станислав. Так. И, значит, он про Ельцина. Я говорю, там, я критиковал Ельцина, и сказал фразу. Вот почему он такой был? Говорю, может быть, это связано с местом рождения? Вот там деревня Будки у него. Может быть, там вот какие-то залегают камни, какие-то руды, какое-то вот воздействие на мозги. Ну, разве можно было такую великую страну разрушать? Ну, да, видимо, там дебилы какие-то живут. Там, в этом месте, где он родился, как бы вот локально такое может быть. А все жители Урала какое отношение имеют? Урал, там огромное количество залежей под землей. Это кладовая страны. Там огромное магнитное поле. Там вообще тупое население. Там дебилы живут. Вот от Перми до Екатеринбурга это страшное, это население дебильное. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, он тупой, до упора. Более тупого населения, чем на Урале, нету. И вот там родился Ельцин. У нас есть сериал «Бандитский Петербург». Что, все жители Петербурга бандиты, что ли? Так и тут. Ну вот он, мне кажется, что ненормальный человек. Ты во главе великой страны, ты ее разрушаешь. В этом плане, что мы же можем сказать человеку, что он дебил. Но он его нет, он уже умер, хотя к тому времени он еще был жив. Но я имел в виду, что что-то связано с местом рождения. Может быть, отец такой у него был, или там братья. Откуда у него такие дурацкие взгляды, что он столько... В 17-й год нас загнал. В 17-й год. Последний вопрос перед Блицем. Вот очень много фраз, цитат, Да. в существовании которых у меня лично никаких сомнений нет, Да. а какие-то вещи задокументированы. Вы сейчас отрицали все это Ну. интервью. Как вы относитесь, что вот после этого, в принципе, в последнее время к вашим словам относятся как к пустоте? Этого нету. Ну как Наоборот, нет? растет. Если вы что-то говорите, и все Да. понимают, что Жириновский потом скажет, я не говорил, такого не было. Нет, я там, где искажают меня, я всегда стараюсь поправить. Женщина бежит, нас бьет, вы говорите, я бью женщину. Ну зачем вот я пришел в Думу, лидер парламентской фракции, и какую-то Тишковскую подбегу и буду бить? Ну это вообще, как можно такое делать? Зачем? Вы сами должны понять, где логика? Ельцин, я его обсуждаю, не уральский народ, не русский народ. Где он набрался этой дурости, что развалил страну? Владимир Вот Владимирович, ну, еще Жириновский раз, вам- сказал, что жители Урала дебилы. Я так не говорил никогда. Более тупого населения, чем на Урале, нету. Но еще раз, вам, как человеку с блестящим Да. образованием, не обидно, что человек с этим образованием сейчас для широких масс, он все-таки скорее производит шум, а не что-то еще? Нет, абсолютно. Я сегодня на втором месте после Путина. В чем? Не берем его по значимости, по влиянию, по популярности, по доверию. Я займу второе место Вы сейчас 18 программу марта. у Соловьева имеете в виду или всю страну? Всю страну. И 18 марта я займу второе место на выборах президента. Минимум. А при определенных обстоятельствах могу победить.